В летнее время передача «Истоки» выехала на природу. Мы решили исследовать тему воды, ведь вода – это один из основных ресурсов мира. Уж чего-чего, а в Абхазии-то воды много. Термальные, родниковые, минеральные воды Абхазии – так звучит тема нашей сегодняшней видоизмененной лекции. Оксид водорода или попросту вода – неорганическое соединение с химической формулой H2O. Около 71% поверхности Земли покрыта водой. Это океаны, моря, озера, реки, льды. Земля – планета поразительной глубизны, восторженно докладывали возвращавшиеся из далекого космоса после высадки на Луну американские астронавты. Голубой цвет Земле придает вода. Исключительно важна роль воды в формировании климата и погоды. Геофизики утверждают, что Земля давно бы остыла и превратилась в безжизненный кусок камня, если бы не вода. Большая часть земной воды соленая, непригодная для сельского хозяйства и питья. Пресная вода находится в ледниках и грунтовых водах. Вода является хорошим растворителем. В природных условиях всегда содержатся растворенные вещества, соли и газы. Жизнь на планете Земля, как считают ученые, впервые появилась в воде и лишь потом вышла на сушу. Свою зависимость от воды организмы сохранили в ходе эволюции в течение многих миллионов лет. Вода – это главный строительный материал, из которого состоит их тело. Человеческий организм состоит на 75% из воды, мозг на 85%. Отсутствие воды в течение 8 дней заканчивается смертью от обезвоживания. Самые последние исследования показали, что вода является и носителем информации, а значит, может воздействовать на нас. В современном мире, когда идет битва за природные ресурсы, вода приобретает серьезное значение. Общеизвестно, кто владеет нефтью, тот владеет богатствами, ну а кто владеет водой, тот владеет самой жизнью. Нет сомнения, что в будущем значение воды будет возрастать. Уже сейчас население нашей планеты испытывает недостаток в чистой воде. Абхазия – земля, текущая молоком и медом. Она буквально вся испещрена реками и озерами, не говоря уже о том, что находится на побережье огромного водного бассейна под названием Черное море. Все известные группы минеральных вод имеются в Абхазии. Это углекислые воды, это железистые воды, мышьяковистые воды, затем радоновые воды, бор содержащие, йодобромные и так далее. Особый интерес вот из всех вод, существующих в Абхазии, представляют следующие группы. Вот, углекислые – это Ауатхарская вода, это Саакенская группа вод, это Ацгарская группа вод, которые расположены в Кадорском ущелье. Высокотермальные воды, вот там, где мы сейчас находимся, село Кутол, Кындых и другие. Затем имеют большое значение радоновые воды, это Творчал и так далее. Надо сказать, что из всего количества существующих минеральных вод в Абхазии подавляющее большинство являются питьевыми. Вот. Но здесь вот я должен сказать, что наши природные богатства, мягко говоря, используются недостаточно. Особенно в аспекте экспорта питьевых минеральных вод, именно минеральных вод, питьевых минеральных вод.
А в то же время наши минеральные воды практически ничем не уступают таким всемирно известным, как французская Виши, там, кисловодский Нарзан, Нафтуся там, и так далее. Знаете как, вот иногда, не иногда, обидно смотришь телевизор и рекламируют боржомскую воду практически по всем каналам российским. А вот Ауатхарскую воду, к примеру, знают только вот местные жители и гости нашей страны. Ее нигде не рекламируют, хотя по своему составу и по своему лечебному эффекту она превосходит боржомскую воду. Это говорит о том, что вот нет экспорта. Мы уже небольшой опыт в этом плане имеем, вот совместно с консервным заводом, который выпускает Ауатхарскую воду. Мы им подготовили бальнеологическое заключение, но по их информации мы знаем, что вывести воду очень тяжело, но стараться надо. Стараться надо. Кроме того, значит, наши вот эти все минеральные воды, они делятся по нескольким подгруппам. Вот есть лечебные, есть лечебно-столовые, есть столовые воды. Вот разница в них зависит от минерализации. Лечебные воды, минерализация от 8 до 12 мг процентов. Если это лечебно-столовая вода, то где-то от 2 до 8 мг процентов. Ну и столовая вода, это от не менее 2 мг на литр. Но вот во всех этих случаях минерализации могут быть меньше, но зато может быть большое количество органических веществ, которые при различных заболеваниях имеют большое эффективное значение. Наша съемочная группа вместе со специалистами исследовала воды Западной и Восточной Абхазии, чтобы показать вам, жители Абхазии, хозяевами каких ресурсов вы являетесь. В Западной Абхазии, особенно у жителей Сухума, большой популярностью пользуется источник в селе Мархяул. Нами разработаны показания и противопоказания для применения этой мархяульской воды. Первое, где особо хороший и большой эффект от применения этой воды, это система мочеполовая. То есть при заболеваниях этой системы применение этой воды дает наиболее такой весомый эффект. Показания какие? Это мочекаменная болезнь, почечно-каменная болезнь, пилонефриты, циститы. Затем последствия после операции по удалению камней и так далее. То есть заболевания мочевой системы. Здесь надо сказать еще и о том, что эту воду применять надо при комнатной температуре и где-то 300-400 мл 3 раза в день за час-полтора до еды. Но так как эта вода лечебная, надо знать, что просто так, ее не обследовав организм, принимать эту воду не рекомендуется. Во всяком случае, мы не рекомендуем. Почему? Эта вода очень хорошо выводит песок из организма, выводит мелкие камни. Но может такое случиться, что в почках образуются камни больших размеров, то есть от 5 миллиметров до 6 и так далее. А поскольку эта вода обладает таким свойством, как выводить из организма камни и песок, она может двинуть с места этот камень, и он где-то в мочевых путях может застрять. Тогда не польза будет, а будет катастрофа. Поэтому мы предлагаем, и мы просим всех, кто пользуется этой водой, прежде чем ее использовать, обследоваться хотя бы у специалиста-уролога, чтобы могли мочеполовую систему исследовать, и потом можно ее пить. Мы периодически исследуем воду, измеряя дебит воды и температуру в скважине. Температура воды в скважине держится постоянно 18 градусов Цельсия, в зависимости от сезона. Нами проводились исследования, которые показали, что химический состав количественной и качественной мархяульской минеральной воды не меняется в течение года, при исследовании в течение года, а сопоставив эти данные с данными архивов
мы выяснили, что состав воды не изменялся при исследовании на протяжении 40 лет. Еще большей популярностью в народе пользуется источник в селе Бабушара. С правой стороны дороги на аэропорт еще в советское время здесь пробурили скважину. По анализам специалистов ООН, работающих в Абхазии, эта вода по своей структуре уникальна и аналогов в мире не имеет. Оказалось, что по химическому составу эта вода очень схожа с мархиольской минеральной водой. То есть она является маломинерализованной, и поэтому, хотя клинические исследования этой воды еще предстоит провести, можно рекомендовать ее для лечебного применения. Как известно из литературы, все маломинерализованные воды оказывают мочегонный и желчегонный эффект. Он обусловлен тем, что вода является гипотонической, то есть содержание химических веществ в этой воде в малом количестве. Она быстро всасывается в кровь и проводит мочегонный и желчегонный эффект. Поэтому под питьевое использование этой минеральной воды можно рекомендовать пациентам с заболеваниями желчных путей и мочевыделительного тракта. А теперь мы померяем температуру в источнике Бабушера. Температура 18 градусов Цельсия. Исследуя ресурсы Абхазии, российские специалисты в районе села Кындык пробурили 100-метровую скважину. Вместо предполагаемой нефти забил источник с горячей термальной водой. Вода на выходе имела 100 градусов по Цельсию. Предприимчивые местные жители организовали здесь лечебный комплекс. На территории Ачамчирского района республики было выявлено несколько водоносных горизонтов, откуда скважинами на поверхность была выведена вода. Вода термальная, примерно одинакового химического состава. Состав калий, натрий, хлориды. Мы сравнили химический состав вод. Воды примерно одинаковые. В других районах эти воды используются у парниковых хозяйств для отопления. Сейчас мы находимся на территории пансионата «Эвкалиптовая роща». Здесь оборудованы купальни. Купальня очень интересного характера. Сверху падает вода, которая может оказывать не только лечебное действие, но и как гидромассаж. Поэтому подобная вода может быть рекомендована пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также нервной системы, в частности радикулиты. Раньше такие процедуры принимало местное население. Сейчас очень много народа приезжает, и отдыхающие, и жители центральной части республики. Однако наши специалисты не рекомендуют на источнике в селе Кындык использовать грязи, ввиду того, что радиация здесь повышена в несколько раз. Следует отметить, что радиационный фон около высокотермальных скважин несколько повышен. Также следует отметить, что грязь тоже имеет некоторую радиоактивность. Поэтому увлекаться грязью я бы не советовала, максимум 10-15 минут. В некоторых селах Ачамчирского района имеются горячие источники. Так, например, в Кутоле на усадьбе семьи Осия уже образовались целые озера с теплой и горячей минеральной водой. Специалисты исследовали источник и дали ему оценку. Это термальный источник, высокотермальный даже. Температура этой воды 100 градусов. Она слабая минерализация, где-то немножко больше, чем 1 единица. Гидрокарбонат натриево-калиевого типа эта вода. Вот это, если сказать, с научной точки зрения. А так это высокотермальный минеральный источник. Таких источников вот в восточной части Абхазии достаточно много. В других районах их поменьше. И такой температуры, как здесь,
практически нигде нет. Только вот в восточной части Абхазии, в частности, вот здесь, где мы находимся, в селе Кутол. Надо сказать, что вот эти же источники, в частности, Кутольский источник, можно с успехом применять при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. То есть различные там ревматизмы, там, скажем, и так далее. В общем, то, что касается заболеваний опорно-двигательного аппарата, артриты, артрозы и так далее. Но при других заболеваниях возможность использования этой воды пока сказать очень сложно, потому что мы однократно только эту воду исследовали, а для того есть ясно, что вот для опорно-двигательного аппарата польза будет. Вот вы видели вот этот источник, который исходит в 50 метрах отсюда, горячий, высокотермальный источник. Вот один из способов его применения, один из методов применения, вот парники. Если вот вы зайдете туда, там уже разница в температуре, несмотря на то, что тепло, там еще теплее, градусов 20-25, а зимой это как раз то, что нужно для производства там овощей, там огурцы, помидоры там и так далее. Вот в таких тепличных условиях они, наверное, быстрее созревают, но температура там как раз нужная для их выращивания. Наш путь идет дальше, в Кодорское ущелье. Среди жителей Абхазии существует легенда, что где-то в горах бьет источник живой воды. Его знают немногие. Они приезжают туда, пьют и исцеляются. Так как вода источника обладает необыкновенными свойствами и мощной энергетикой. Наше любопытство подстегнули и немецкие исследователи, которых тоже что-то интересует в наших горах. Мы решили поискать источник с живой водой. МЧС Абхазии выделила нам подходящий транспорт, и мы проехали вглубь ущелья. Сначала немного истории. Река Амткял, или Холодная речка, испокон веков протекавшая по ущелью, впадала в реку Джанпал. Но в 1891 году в результате землетрясения произошел обвал скальных пород, который запрудил речку. В результате катаклизма образовалось всем известное озеро Амткел. Однако наша цель – источник, протекающий где-то в этой местности. Поэтому мы пошли вброд реки Холодная речка. Мы находимся в мертвой долине реки Амткел. До 1893 года, когда произошел так называемый Цибельдинский провал, и выше нас образовалась естественная плотина, соответственно, образовав озеро Амткел, здесь текла большая полноводная река. Сейчас из-под завала вытекает вот эта речка, она на картах называется Холодная речка. И мы видим внешние признаки того, что она содержит железо. Вот эти коричневые образования, вот эти вот, это окислившееся железо. Вот образец, который я брал раньше, оно приобретает путем окисления красный цвет, в себя приобретают окаменелости, содержащиеся в известняке. Сам известняк остается серым, потому что он растворяется. Вода его растворяет, а вот эти нерастворимые образования, они показывают. Вот это внешние признаки содержания в этой воде железа. Это русло интересно еще и тем, что здесь образуется как бы двухэтажное течение. Часть воды протекает по поверхности, часть под землей. Мы видим, как холодная речка уходит под землю. Данная конкретная пещера имеет два названия. Одно название «Большая медведица»,
Другое название водопадная, так она упоминается в местной прессе. Дальше она имеет небольшой 12-метровый водопад, где эта вода идет каскадом вниз и уходит в глыбовый завал. Это место, это мощный карстовый район, глубина пещеры расположена неподалеку, холодная пещера, она 300 метров изучена на эту глубину. Изучение ее продолжается. Еще здесь есть несколько пещер, пещера камнепадная и еще несколько замытых входов в пещеры, которые пока названий не имеют. Их надо исследовать и изучать дальше. В Кадорском ущелье достаточно большое количество горных климато-бальнеологических курортных местностей. Это Ацгара, Саакен, Гвандра, Чхалта, Башкапсара и многие другие. В каждой из этих местностей курортных имеются источники минеральных вод, практически в каждом. Эти воды в основном питьевые, и в основном они углекислые и железистые. Вот на сегодняшний день для нас, для науки и для медицины, наибольшее значение имеют Саакенская группа вод и Ацгарская группа вод. Это связано с тем, что мы успели за это время изучить вот эти воды. Ну, остальные, так же, как и вот эти группы вод, вернее всего, что будут практически такого же состава. Они, вот эта Саакенская и Ацгарская группы вод, мало минерализованные, слабокислые, железистые, углекислые, и в нем достаточно большое количество магния. Если сравнить, скажем, количество магния вот в этих водах с Аватховской водой, то здесь почти в 2 раза количество магния будет больше. Но учитывая, что вот эти воды, Саакенская, Ацгарская группа вод и другие воды, которые находятся в Кадорском ущелье, они по составу сходны с Аватховской водой, поэтому можно сказать, что они применимы в лечебном понятии, понимании, так же, как и Аватховская вода. То есть и Ацгарская группа, и Саакенская группа вод наиболее эффект хороший дают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Я сейчас не буду перечислять эти заболевания, потому что о них уже много сказано. Кроме того, есть эффекты при заболеваниях мочеполовой системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Это все то, что касается вот этих вод. Наш путь проходит по дну ущелья. Слева и справа стены из известняка. Самшитовые рощи, обвитые мхом, потрясают воображение. Ощущение, что ты попал в какую-то древнюю сказку. Ущелье резко сужается, и мы упираемся в гигантский завал камней. Но что самое главное, находим такие исток реки. В Абхазии очень много источников с водой разной. Но только один источник обладает той самой живительной, волшебной силой. Ведь такая вода, как известно, она исцеляет людей и наполняет их необыкновенной энергетикой. Но что самое интересное, свои волшебные свойства эта вода имеет только у истоков. Когда идут воды дальше, она теряет свою силу. Поэтому очень важно выпить ее у самого истока. Набрав воды из найденного источника, мы отправляемся в обратный путь. Нам предстоит сдать пробу воды в лабораторию государственной экологии, чтобы определить ее состав. Среда может быть кислая, щелочная, нейтральная. pH-метр. В Центр экологического мониторинга была представлена вода
из Кадорского ущелья Амкельского завала. Вода мало минерализованная, очень мягкая. Единственной характерной особенностью является присутствие железа в концентрации 0,35 мг на литр. Этим подтверждением даже является наличие камней с красноватым оттенком, которые находятся около этого источника. Таким образом, оказалось, что Черная речка по составу воды не является идентичной озеру Амкел, а имеет самостоятельное происхождение. Однако по наличию газов и минеральных веществ в ней ничего необычного анализ не обнаружил. Подавив в себе разочарование, мы, однако, поинтересовались, есть ли в Кодорском ущелье источник с необычными показателями. О таком здесь слышали, и даже есть довоенные исследования, которые подтверждают, что на территории села Сакен бьет источник, в котором обнаружено большое количество магния. Это вещество, продлевающее жизнь. Может быть, это и есть тот самый источник с живой водой? А может, им является башкапсарская вода Аданга? Ведь, согласно московским исследованиям, Аданга стимулирует иммунитет и замедляет старение. Этот источник находится там же, в Кадорском ущелье, так называемый Сакенский источник. Но мы ни разу его не исследовали. Это просто я опираюсь, что там много магния, исходя из архивных данных. Исследовав лишь часть очимчирских источников, мы поняли главное. Господь одарил нас необычайными богатствами в виде природных ресурсов. В следующей нашей передаче мы направимся в Западную Абхазию.